пожалуйста, видно ли меня, слышно ли. Ну, видно меня, в принципе, наверное, не обязательно должно быть. Главное, чтобы было слышно. Будьте добры, пожалуйста, откликнитесь. Есть ли обратная связь у нас? Видно, слышно. Спасибо. Спасибо, Надежда. Слышно. Тогда сейчас у нас осталось еще пару минут до начала семинара. Я запущу презентацию, с вашего позволения, пока мы ждем остальных участников. Уважаемые коллеги, попрошу кого-нибудь включить сейчас микрофон и сказать, видна ли презентация, поскольку у меня нет возможности выйти в чат. Коллеги, видно. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну, запись семинара у нас началась. Я думаю, что мы можем тоже с вами начать. Еще раз приветствую вас всех. Доброго вам дня. Сегодня мы проводим с вами вторую консультацию по всероссийским проверочным работам в 7 классах. Вчера, если вы помните, мы обсудили типы заданий, которые необходимо будет выполнить нашим семиклассникам. Обсудили некий такой общий алгоритм выполнения разных заданий. И сегодня я предлагаю обратить внимание на специфику оценивания работ учащихся. Так или иначе, я думаю, что большинству из нас придется принимать участие в проверке всероссийских проверочных работ, поэтому я думаю, что сегодняшняя наша тема тоже является достаточно актуальной. Уважаемые коллеги, я уже написала в чате, но мне бы хотелось, наверное, озвучить еще раз. Прошу вас проверить свои микрофоны на ваших устройствах. Давайте, пускай они сегодня у нас будут, в общем-то, в выключенном режиме. Конечно, не возбраняется включать микрофон, задавать вопросы во время семинара, если это действительно необходимо, если, может быть, случились какие-то форс-мажорные ситуации, там стало не видно, не слышно, ну, то есть какие-то неполадки, может быть, в связи. Поэтому, ну а в целом, пожалуйста, держите микрофоны выключенными. Я это говорю не просто так. Вчера, к сожалению, случилась такая ситуация, что не удалось нам завершить семинар так, как хотелось бы, поскольку были включены микрофоны и были посторонние разговоры, достаточно активные, громкие, что очень на самом деле мешало. Я очень на вас надеюсь. Спасибо за понимание. Итак, давайте приступим, уважаемые коллеги. Я напомню, что контрольные измерительные материалы всероссийской проверочной работы в 7 классе у нас состоят из 2 частей. Это письменная часть и устная часть. В целом структура сам КИМ состоит из 6 заданий, рассчитанных на 45 минут. Задание письменной части – это задание с кратким ответом, аудирование, чтение, грамматика, лексика. Каждое из 4 заданий, ну, если можно так выразиться, весит 5 баллов, то есть получается, что участник ВПР может получить 20 максимальных баллов за выполнение заданий письменной части. Если говорить о проверке, ответы на задания письменной части заложены в критериях, поэтому проверяющему остается лишь сверить ответы участников с данными ответами, которые даны в критериях, и выставить соответствующие баллы. Что касается заполнения некой электронной формы, хотелось бы обратить ваше внимание. Может быть, кто-то уже сталкивался, я думаю, что наверняка многие из вас сталкивались с проверкой ВПР, и вы знаете, что проверяющему необходимо заполнить электронный протокол проведения всероссийской проверочной работы, который дан в формате Excel. И вот если вы обратите на скриншот данного электронного протокола, то вы увидите, что
Проверяющему необходимо внести в каждое поле, которое соответствует конкретному заданию, определенное количество баллов, которые набрал участник ВПР. Мы видим с вами, что задание 1, я слышу микрофон включенный, простите. Задание 1 у нас оценивается в 5 баллов, и в выпадающем списке проверяющему необходимо выбрать то количество баллов, которое ребенок набрал, выполняя задание на аудирование, задание 1. Задание 2 – это чтение текста вслух, если вы помните. Максимальное количество баллов 2 за это задание. Опять же, в выпадающем списке необходимо выбрать соответствующее количество баллов. Ну и так далее. Программа сама подсчитает итоговый балл, который далее будет переведен в соответствующую отметку. Мы с вами говорили о переводе баллов в отметки. Я надеюсь, что вам хорошо видно, поскольку много, наверное, на экране всего размещено. То есть итоговый балл, который получается в программе Excel, переводится в отметку. Я напоминаю, что на отметку удовлетворительно 3 участник ВПР должен набрать минимум 13 баллов, на отметку 4 минимум 21 балл и на отметку 5 минимум 27 баллов из 30 возможных. Если вы опять же смотрите сейчас на таблицу протокола, то вы наверняка видите, что баллы за задание 3, это монологическое высказывание, выставляются непосредственно, то есть отдельно по каждому критерию. Монологическое высказывание у нас оценивается по 4 критериям, чуть позже мы об этом поговорим. И вот каждый критерий здесь выставляется отдельно. Сейчас я предлагаю разобрать, наверное, задание устной части. И я думаю, мы попробуем с вами оценить ответы участников прошлых лет по критериям. Уважаемые коллеги, я не буду сегодня вас долго задерживать. Нам важно понять специфику оценивания заданий с развернутым ответом, поскольку, как я уже сказала, ответы краткие, ответы на задания письменной части представлены в критериях, и ничего чрезвычайно сложного в оценивании данных заданий нет. А вот что касается устной части, особенно развернутого ответа, монологического высказывания, здесь, конечно, нужно посмотреть внимательно на критерии, чтобы оценивание наше было объективным. Итак, давайте перейдем к заданию 2. Это осмысленное чтение отрывка вслух. Напоминаю, что участникам ВПР дается 1,5 минуты на подготовку к чтению и 1,5 минуты на непосредственно на ответ, на само прочтение вслух. Вот таким образом выглядит задание у детей. Текст довольно-таки не длинный, достаточно вполне адекватный текст для того, чтобы успеть прочитать его не спеша за 1,5 минуты. Каким образом оценивается данное задание? Существуют определенные критерии. Как я уже говорила, максимальное количество баллов, которые ребенок может получить за выполнение данного задания, это 2. Ну, либо 1, либо 0, да? Если это не максимум. Что же гласят критерии? На максимальные 2 балла участник ВПР должен прочитать текст вслух так, чтобы его речь воспринималась легко. В чтении должны отсутствовать необоснованные паузы, фразовые ударения, интонация должны быть оформлены соответственно. Ну и произношение слов, то есть фонетическое оформление, также должно быть без нарушения нормы, практически без нарушения нормы. Что означает практически? То есть допускается не более 5 фонетических ошибок при прочтении текста. В том числе вот по критериям мы видим 1-2 ошибки, искажающие смысл. В числе этих 5 имеется в виду. Да? То есть что же это означает? Участник ВПР может прочитать текст, допустить 5 ошибок в чтении каких-то слов. Это может быть звуки, которые наши любимые звуки, да, которые не имеют аналогов в русском языке, межзубные звуки, губно-губные звуки.
и так далее. Это может быть пропуск слова, это может быть много разных типичных ошибок дети совершают, мы об этом тоже попозже немножечко остановимся. То есть не более 5, причем они не искажают смысл, то есть достаточно такие вот ходовые ошибки, 5. И ребенок еще может получить максимальный балл за чтение текста. Что значит ошибка, искажающая смысл? Ну, здесь, наверное, педагоги, которые имеют опыт проверки развернутых заданий устной части ОГЭ, основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, хорошо понимают, что такое ошибка, искажающая смысл. Это когда меняется значение слова. То есть при произнесении слова ребенок допускает такую фонетическую ошибку, то есть произносит какой-то другой звук, не тот, который нужно, да, и значение слова меняется. Ну, например, вот часто такой пример есть, встречается. Think, sink, допустим, да. Think, думать, sink, тонуть, там, или раковина, разные значения у этого слова есть. То есть подмена смысла идет, подмена лексической единицы получается у нас, хотя вроде бы участник ВПР всего лишь навсего не умеет произносить, наверное, звук межзубный, да? Но смысл меняется. Таких ошибок, искажающих смысл, может быть только 1 или 2. Даже если ребенок допустил всего... Ладно, даже если ребенок, допустим, допустил 3 ошибки, и все они искажают смысл, и больше ошибок не было, то это уже не максимальные 2 балла. На 1 балл, посмотрите. Речь воспринимается достаточно легко, то есть мы, проверяющие, не напрягаем свой слух, не пытаемся понять, что ребенок читает, какие слова он произносит. В принципе, мы понимаем, что участник ВПР читает, какие слова это, то есть мы воспринимаем на слух его достаточно легко. Однако присутствовать могут какие-то необоснованные паузы, ребенок задумался перед тем, как прочитать какое-то слово в тексте, непродолжительные паузы, естественно. Может быть, некие нарушения во фразовом ударении, в интонации. В целом чтение достаточно такое легкое. Допускается при этом не более 7 фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл. Вот как я уже говорила, да, если всего ребенок допустил 3 ошибки, все они искажают смысл лексической единицы, которую он читает, то это уже не 2 балла, это уже 1 балл. Если 4 таких ошибки в тексте, навряд ли, конечно, такое может встретиться, бывает всякое, то это уже даже не 1 балл, это уже 0. И на 0 баллов мы видим, что речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений, неверного, может быть, деления предложения на синтагмы. И допущено более 7 ошибок, либо допущено 4 и более фонетические ошибки, искажающие смысл. В принципе, в критериях все прописано достаточно доступно. Главное правильно читать эти критерии и вот обращать внимание на ключевые элементы, которые в критериях указаны. Уважаемые коллеги, предлагаю вам прослушать 2 ответа на задание 2, осмысленное чтение текста вслух. Ребят, которые сдавали ВПР в прошлые годы. Сейчас вы увидите на экране текст. Смотрите, пожалуйста. У меня одна просьба сейчас будет. Вот чисто с технической точки зрения. Я запущу аудиозапись. Если вдруг ее вообще не будет слышно, пожалуйста, дайте мне знать. Включите микрофон, иначе наша работа просто не будет иметь смысла. Предлагаю вам просмотреть текст, сейчас просканировать. Коллеги, я слышу микрофон. Никто ничего не хочет сказать. Или это случайность? Нет. Нет, спасибо. Прошу вас выключить в таком случае микрофон. Если понадобится, пожалуйста, дайте мне знать. Просмотрите текст, какие слова могут вызвать затруднения у наших семиклассников.
Вот можете даже вот сейчас сказать вслух конкретно, как вы думаете, в каких словах дети делают ошибки? Причем мы понимаем, что у нас разные семиклассники есть в Республике Коми, так ведь школы разные, есть школы с углубленным изучением языков, естественно, там детки имеют уровень гораздо выше, чем в общеобразовательных школах. Мы это должны понимать. Но, тем не менее, требования ВПР едины для всех. Ваши варианты, в каких словах могут случиться затруднения? Можно включить микрофон, сказать? Bod. Будет сложно. Так, подскажите строчка. Первая строчка feel bored. Ага, feel bored. Согласна. Спасибо вам, спасибо за фидбэк. Everyone. Так, хорошо. Может. Something. Something. Вот, кстати, да, действительно, со словом something бывают трудности у детей. Вообще совершенно разнообразные варианты произношения этого слова встречала я на своем веку. Хорошо. У меня каждый второй делает ошибку в слове also. Ага, каким образом читают? Читают. Вот точно так же, когда all, вот из этой серии слова, и почему-то вот also читают. Вот есть еще такой момент also, как широкий, да, also. Этот возможно, да. В принципе, возможно, наверное, also, да. Для 7 класса вот путаница между британским и американским вариантом, мне кажется, она допустима вполне. Хотя вот сейчас достаточно строго становится вот тенденция при чтении на ЕГЭ, да, то есть либо американский, либо британский, и то сильно пока не придираются. То есть вот об этом речь идет, но в принципе, пока допускаем. Но для 7-классников, я думаю, это не страшно. Вот опять же, это 7 класс. На мой взгляд, здесь действительно нужно смотреть в общем. Хотя у нас есть жесткие критерии, и понятное дело, что детки читают по-разному, но все-таки давайте попробуем не то, чтобы я не скажу, что более лояльно, что ли, отнестись, но все-таки. Вы понимаете, да, мою мысль уловили? Хорошо, уважаемые коллеги, я запускаю аудиозапись. Если у вас есть под рукой ручка, может быть, листочек, make notes. Какие слова были произнесены неверно, может быть, искажают смысл. Давайте попробуем оценить данное задание. И я бы, наверное, посоветовала вам сейчас на максимальный звук поставить свои устройства, ноутбуки, потому что, вы понимаете, что это записи детей, которые в принципе, стараются говорить тихо, чтобы их никто не услышал. Я постаралась отобрать те вещи, которые, в общем-то, слышны более или менее. Так, подключаю. Если не будет звука, кричите, пожалуйста, коллеги. If you feel bored, it is time to play a game. There are many different games, so everyone will be able to choose some things to their clicking. There are board games both for children and their parents. You can play them if the weather is bad. You can also play online games if you have a good computer and internet connection. However, you should not spend too much time playing computer games. There are also games which you must play outdoors. They are good because they make you strong and healthy. Все-таки он сделал это, он произнес последнее слово. Итак, уважаемые коллеги, есть ли необходимость прослушать ответ еще раз? Коллеги? Нет необходимости. Нет необходимости. Хорошо, спасибо. Тогда какие фонетические ошибки, на какие фонетические ошибки обратили внимание, что заметили, пожалуйста? Подключите, пожалуйста, микрофон, давайте пообщаемся. Something, по-моему. Something. Ага, Like. Something, liking. Outdoors. Outdoors, 3 уже. Так,
Третье, что-то еще было. Shouldn't, по-моему, что-то там он. Shouldn't, да, совершенно верно, shouldn't произнес ребенок. Ну, как-то что-то у него больше было похоже на звук ч какой-то, да? Так. Не очень понравилось the мне в первом there are, но, может быть, как бы и не придираться, но в любом случае, мне кажется, он уложился, не больше 5 ошибок. Совершенно верно. There are тоже было произнесено неверно, было, ну, там как раз вот немного искажение пошло, there как-то, there, да. Ну, посмотрите, на что я обратила внимание. Если желаете, мы можем послушать еще раз. Да, действительно, something, outdoors. Shouldn't я вот не выделила здесь как ошибку, но в принципе это вот как мы с вами опять же решим. Давайте посмотрим. Мальчик пропустил слово you, местоимение you в последнем предложении. Так, there действительно во втором предложении, there are вместо there are. И ударение в слове internet упало у него на последний слог, internet, то есть по-русски. Да? Ну вот получается, что подчеркнуто у меня на слайде 6 слов. Значит, При этом мы с вами обратили внимание еще на shouldn't, то ли это его некий такой дефект свой собственный, shouldn't, то ли что. И, наверное, можно здесь еще выделить одну типичную ошибку. Какую? Очень сложно ее здесь показать. Так вот, чтобы типично. Не обратили внимания? Межзубный звук. Межзубный звук страдает, да, во всех абсолютно словах, что глухой, что звонкий, there, both и так далее. Ну вот как, уважаемые коллеги, не знаю, как вы, я бы, ну в совокупности с этим межзубным звуком определила бы здесь 7 ошибок. Shouldn't, вот я не стала что-то придираться, потому что ну, мы же не знаем всех детей, да, может. В данном случае иногда существует очень такой подход, когда ребенок читает текст, надо просто прослушать ребенка с закрытыми глазами, то есть не видя сам текст. Если текст слушающему понятен, то в принципе считается, что он справился с заданием. Очень приятно слышать вас. Действительно, совершенно верно. Есть такой метод, то есть прослушать текст. Просто первое прослушивание, при первом прослушивании, при первой проверке, мы обычно слушаем дважды, наверное, чтобы ничего не пропустить, да, можно прослушать просто закрытыми глазами, совершенно верно. И если, в принципе, мы понимаем, о чем читает ребенок, и ничто не нарушает нашего понимания, наверное, значит, если мы понимаем, что shouldn't – это shouldn't, то, может быть, и не обращать на это внимания действительно совсем. Совершенно верно, спасибо. Ну вот опять же, и получается, если… Кстати, тут еще был один момент, забыла упомянуть. Как прочитал ребенок слово liking? Никто не обратил внимания, помните? Licking. Licking. Вот как мы посмотрим на произнесение этого слова licking? Это просто ошибка, или же мы можем ее отнести как раз к разряду ошибок, изменяющих смысл. Да, то есть, да, совершенно верно. Есть глагол lick, лизать, облизывать, да, и вот licking как раз можно здесь как раз спутать, да, вот эти лексические единицы, искажает смысл, но она одна. Я бы оценила данное задание, данный ответ в 1 балл все-таки. Если мы вернемся к критериям, на 1 балл допускается не более 7 ошибок. При этом речь воспринимается достаточно легко. Ну, то есть у нас все в порядке остается с ушами после такого прочтения. Да? Не забываем, что это все-таки 7-классник. И, наверное, не стоит, ну, это мое мнение, вы можете не согласиться со мной, конечно, но, на мой взгляд, не стоит приравнивать работы 7-классников, ответы 7-классников к ответам тех же самых выпускников, которые проходят государственную итоговую аттестацию и целенаправленно готовятся к заданиям по устной части. Возможно, среди вас, уважаемые коллеги, есть эксперты ОГЭ, ЕГЭ, и вы понимаете, о чем идет речь. Да? Мне кажется, здесь нужно
подход более лояльный все-таки иметь. Но тем не менее, лояльность лояльностью, но мы должны действительно понимать, где у нас 1, а где 0, где у нас 2, а где у нас 1. Итак, давайте прослушаем еще один ответ. Тот же самый текст. Посмотрите, сколько ошибок, есть ли они в ответе данного учащегося. If you need bored, it is time you played a game. There are many different games, so everyone will be able to choose something to their liking. There are board games, both the children and their parents. You can play them if the weather is bad. You can also play online games if you have a good computer and internet connection. However, you shouldn't spend too much time playing computer games. There are also games which you must play outdoors. They are good for you because they make you strong and healthy. Коллеги, есть ли необходимость прослушать текст еще раз? Нет необходимости. Нет, спасибо. Ну, давайте тогда обсудим, какие ошибки вы заметили в чтении девочки. Ваши предложения? However, по-моему. However, совершенно верно вводное слово however. Also было как. Вот как раз о том, что да, мы predicted, так сказать. Also сказала девочка. Also. Так. Еще что-то? Я полагаю, что если в 7 классе ребенок таким образом прочитал текст, это вполне допустимо и вполне хорошо на 2 балла. Вполне возможно. Давайте посмотрим. Я вот подчеркнула для себя в чтении ребенка следующие вещи. В первом предложении ребенок перепутал слово. Вместо глагола feel прочитал need, если вы обратили внимание. If you need board, ну, не знаю, на фоне некого, может быть, нервного напряжения, все-таки не каждый день ребенок записывает себя, свое чтение, свою речь куда-то на электронный носитель. Это не та практика, которая прямо регулярная, да, у наших детей. Поэтому всякое, может быть, перепутала. Далее я отметила в третьем предложении предлог for был прочитан не так, как он должен быть прочитан. Сейчас не воспроизведу, но что-то похожее было на the. Опять же, в спешке, возможно, может быть, волнение сыграло роль. However, совершенно верно. И вот последнее предложение they are было прочитано как грамматическая структура there are. Ну и also обратили внимание, да? Но даже если мы будем учитывать also это слово, в принципе, мы вполне выходим на 5 ошибок, которые в целом не искажают у нас особо смысл текста. Не более 5 фонетических ошибок, можно вполне поставить 2 балла. Я тоже считаю, что если ребенок так читает в 7 классе, это вполне даже очень неплохо. Все остальное, над всем остальным можно работать. Так, эти были 2 варианта как раз задания второго чтения, осмысленное чтение вслух. Обещала остановиться на тех вещах, которые у нас типично происходят при чтении вслух, типичные ошибки при выполнении задания 2 и вообще типичные ошибки, которые допускают наши учащиеся и на уроках тоже при чтении вслух. Ну вот и они у вас выведены на экран. Во-первых, это незнание правил чтения некоторых буквосочетаний. Мы понимаем, что текст может содержать слова, которые, в принципе, не знакомы ребенку, либо совершенно мало знакомы, он видит их второй раз в жизни, может быть, и не помнит, как это слово читается. Но, тем не менее, есть ряд слов, достаточно большой ряд слов, которые содержат у нас
сочетание букв, в общем-то, по правилам читающихся определенным образом. На это нужно обращать внимание, конечно. Неправильное ударение в словах. Вот сегодня мы столкнулись. Internet, да? Internet connection. Не дочитывают порой дети слово до конца. Особенно часто теряют окончание множественного числа. Это часто происходит, допустим, с правильными глаголами в past simple. То есть конец слова не дочитывают, что тоже является, в общем-то, неправильным чтением данного слова. Либо добавляют несуществующие окончания, то есть другая сторона медали, да, почему-то откуда-то вот они берут. Я люблю своим детям говорить: давай-ка мы будем читать то, что написано, дорогой мой, а не то, что тебе хочется придумать здесь. Ну и не соблюдают пауз. Очень часто это происходит на стыке предложений, когда откровенно стоит точка, она видна, и здесь явно должна быть то есть нисходящая интонация, но паузы совершенно никакой нет, интонация не меняется, продолжается чтение нового предложения на той же абсолютно волне. Да? То есть паузы дети не соблюдают. На эти вещи необходимо, конечно, обращать внимание, на уроках тоже, в принципе, на каждом уроке, где присутствует некое чтение вслух. Итак, предлагаю перейти к монологическому высказыванию, к заданию 3. Я напоминаю, что участнику ВПР необходимо в течение 1,5 минут подготовить монологическое высказывание, описание одной из предложенных фотографий, опираясь на план. Ну и на содержание фотографии, естественно, тоже. Как я вчера уже говорила, план универсальный. Ребенок должен отразить место, где происходит действие, непосредственно само действие, которое выполняет персонаж, герой на фотографии, описать внешность данного человека, ну и выразить свое отношение к данной фотографии и объяснить, почему она ему нравится или нет. Напоминаю, что обязательно должно быть в монологическом высказывании наличие вступительной фразы, заключительной фразы, поскольку иначе нарушается само оформление высказывания, сама логика. Мы должны учить наших детей говорить логично. Да? И само вступление должно быть понятно, о чем дальше пойдет речь. Что касается критериев, сегодня уже прозвучало, что данное задание у нас оценивается по 4 критериям. Если вы вспомните сейчас табличку, которая является скриншотом протокола, я показывала в начале, да, 4 графы у нас есть в этой табличке для того, чтобы оценить непосредственно ответ по 4 разным критериям отдельно. Итак, первый критерий, самый важный, это решение коммуникативной задачи, коротко РКЗ, как мы его называем. Почему он самый важный? Потому что все-таки коммуникативная направленность – это самое важное, что есть вообще в речи. И содержание, которое должен раскрыть ребенок, должно как раз отражать все пункты плана, представленные в задании. Максимальное количество баллов по данному критерию 2. Я прошу прощения, я не сказала, не упомянула сегодня еще, что задание 3 у нас оценивается максимум 8 баллов. 4 критерия, получается, что каждый критерий оценивается в 2 балла максимум. Итак, что касается решения коммуникативной задачи. В том случае, если все пункты плана раскрыты участникам ВПР в рамках монологического высказывания, если дано не менее 7 развернутых предложений, то есть объем у нас соблюдается. Да? Я сейчас вернусь к предыдущему слайду, посмотрите. Даже в самой формулировке задания участнику ВПР видно, сколько предложений он должен минимум сказать. Да? Сколько предложений должно содержать его высказывание. 7-8 предложений. И вот получается, что не менее 7 развернутых предложений дано, все пункты плана раскрыты, и за решение коммуникативной задачи участник ВПР может получить максимальный балл 2. 1 балл за первый критерий ставится у нас в случае, если какой-то любой один пункт плана не раскрыт, но не упомянул ребенок о месте действия, либо, может быть,
Какие у нас там еще были вещи? Ага. Action, да, ну, не раскрыл, то есть само действие, что делает человек на фотографии. Либо дано 6 развернутых предложений, то есть меньше 7, да, 6. Либо может быть такое, что есть 7 предложений, но они очень короткие, не развернутые на уровне фразы. Ну, либо не все они, эти предложения по указанным заданиям. Допустим, может быть, предложений много, то есть их 7, 8, 9, 10, но, опять же, не все пункты плана раскрыты. Получается, что не соблюдается критерий полностью, и ребенок получает 1 балл по первому критерию решения коммуникативной задачи. Ну и, естественно, может такое случиться, что ребенок получает 0 баллов по первому критерию в случае, если 2 пункта плана и более не раскрыты, либо дано менее 6 предложений. Вот так у нас гласят критерии. Понятное дело, что количество предложений – это, наверное, более такой второстепенный, наверное, такой момент, на который стоит обращать внимание, да? Поскольку в первую очередь ребенок должен уметь строить монологическое высказывание в соответствии со всеми пунктами плана и отражать в своем высказывании все пункты плана, раскрывать. Нужно отметить, что если участник ВПР получает 0 по первому критерию, то все задание оценивается в 0 баллов. На это нужно обращать внимание, конечно. Поэтому, когда все-таки, уважаемые коллеги, если вы участвуете в проверке, если вы понимаете, что ребенок говорит, нельзя вот здесь, вот даже в целом может быть, нельзя поставить совсем 0 за это. Я бы, наверное, в общем-то, смотрела, опять же, более лояльно к этим вещам относилась, потому что если вы ставите по первому критерию 0, то все. Больше ребенок баллов не получит за это задание уже совсем. И при оформлении протокола, уважаемые коллеги, тоже, наверное, нужно быть внимательным, если вы ставите 0. Коллеги, включили микрофон, хотите что-то спросить или добавить? Наверное, нет. Наверное, случайность. При оформлении протокола тоже, пожалуйста, будьте внимательны, потому что не может быть каких-то иных баллов, чем 0, если вы первый критерий оценили в 0. Второй критерий – организация текста. Это как раз вот то, о чем мы упомянули с вами. Это логика, это наличие вступления, заключения, употребление средств логической связи. Итак, 2 балла ребенок может получить за организацию текста, если высказывание связано, логично, средства логической связи присутствуют, и при этом они употребляются правильно, да, в данном контексте. 1 балл, при этом у нас, извиняюсь, на 2 балла должна быть и вступительная часть, и заключительная часть. Хотя бы одно предложение на уровне фразы. Да? I would like to speak about, I would like to describe the photo, which is presented here, допустим, и так далее. Высказывание не вполне связано, не вполне может быть логично, либо неправильно как-то используются средства логической связи, либо они отсутствуют. Бывает такое, что участник ВПР, семиклассник, говорит и говорит достаточно полно, но это такие отрывистые предложения и порой совершенно не связанные между собой никакими переходами, никакими вводными словами, логически не связаны. Здесь у нас будет 1 балл. И последнее. Высказывание не связано, нелогично, или средства логической связи отсутствуют, либо неправильно используются. 0 баллов. Так гласят критерии. Так, я хочу вернуться к первому критерию, Так, когда решение коммуникативной задачи. Потому что, по крайней мере, вот на ЕГЭ допускается, чтобы было, например, по этому случаю менее 6 предложений, если ребенок сказал предложения развернутые, например, в одном предложении несколько грамматических основ, то в данном случае, естественно, он может сказать менее 6 предложений. Я думаю, что в 7 классе это тем более будет допустимо. Да, но мы здесь должны, спасибо за вопрос, спасибо за уточнение. Естественно, мы здесь должны различать, уважаемые коллеги, фразу
и предложение развернуты, да, то есть фраза – это что? Это грамматическая основа. Вот по критериям у нас идет 6 развернутых предложений. Но если, смотря опять же, насколько оно развернуто, насколько оно распространенное. Здесь нельзя, наверное, вот так вот, я тоже согласна, что нельзя вот прямо судить четко по критериям, тем более, если мы касаемся 7 класса. Но если действительно предложение настолько распространенное, что оно годится аж, ну вот на ваш взгляд, и на 2, и порой, может быть, не знаю, на 3, как ребенок это завернет, да? То есть одним большим предложением он может сказать полностью ответ на один пункт плана, например, Совершенно верно, конечно, может, конечно, может. Может всякое быть, наши дети способны на многое. Поэтому здесь я бы, наверное, отметила такой момент, здесь есть такой вот момент, как индивидуальный, что ли, подход, конкретный, да, к каждому ответу. Поэтому, на мой взгляд, не стоит здесь вот прямо так дотошно придираться вот к этим цифрам 6-7, тем более, что разница между ними, сами понимаете, невелика. Если действительно предложение распространенное, хорошее предложение, развернутый ребенок описал, ну, допустим, то же самое место действия, да, и мы понимаем, что он в одном своем длинном предложении отметил все детали, картинки, то, что, допустим, вот просто мы вернемся сейчас к фотографиям, да, чтобы голословно не говорить, здесь вот что место, допустим, первая картинка в лесу, да, она бежит, там тропинка, мы видим деревья, не знаю, зеленую траву и голубое небо, и погода прекрасная, и как-то он уместил это все в одно длинное предложение, почему нет? Я думаю, что вполне допустимо. Здесь вот такой конкретный подход, наверное, к каждому конкретному ответу имеет место быть на уровне 7 класса. Так, далее давайте продолжим. Третий критерий – лексико-грамматическая направленность, да, лексико-грамматическая правильность речи. Поскольку это устная речь, мы учитываем лексико-грамматические ошибки в первую очередь. Смотрите, о фонетических ошибках речи здесь не идет в критериях, но мы, конечно, должны тоже понимать конкретно, что если есть в речи учащегося, особенно повторяющаяся какая-нибудь такая ошибка, но может быть искажающая смысл, то она уже становится лексической ошибкой, так? И учитывается соответствующее. Ну вот на 2 балла ошибки в речи практически отсутствуют, не более 2 ошибок, не препятствующих коммуникации. Если мы понимаем ребенка, что он говорит, и он совершил всего 2 ошибки в своей речи, вполне заслуживает 2 максимальных балла. Опять же, смотрим конкретно на каждое высказывание. Да? Семиклассники у нас разные бывают. Хотя, может быть, я не права сейчас и неправильно говорю, поскольку критерии единые, но все-таки это мое личное мнение. Далее, 1 балл за лексико-грамматическое оформление у нас дети могут получить, если в речи присутствует не более 4 в сумме ошибок, что значит в сумме, не более 2 грамматических, не более 2 лексических вместе, либо, может быть, 3 лексические, 1 грамматическая и наоборот. То есть, опять же, при этом данные ошибки могут препятствовать коммуникации, но их не более 4. Формулировка такова. Я думаю, что здесь мы будем учитывать общую сумму ошибок в целом, не более 4. Ну и 0 баллов за лексико-грамматические ошибки, если у нас, конечно, их в речи много, они препятствуют коммуникации, порой непонятно, что ребенок хотел сказать. Это 0 баллов. Так, более 4 ошибок или более 2 ошибок, препятствующих коммуникации. Я не знаю, уважаемые коллеги, семиклассники, я бы считала в сумме более 4. Но я ничего не рекомендую здесь. Есть критерии, которые утверждены, и мы должны понимать, что критериями нужно пользоваться и соответствовать. Да? Произносительная сторона речи. Вот она, фонетика наша. 2 балла за произношение ребенок может получить, если ошибок нет, либо 1-2 ошибки, не препятствующие, опять же, коммуникации. Звуки неправильно произносит, может быть, где-то ребенок, может быть, ударение поставил в слове, где-то не то, не на тот слог, допустим, да.
Отдельные ошибки присутствуют в речи не более 4 в сумме, в том числе не более 2 ошибок, препятствующих коммуникации. Видимо, это те ошибки имеются в виду, которые искажают смысл как раз, да, слова, на 1 балл. Ну и более 4 ошибок в речи, либо более 2 ошибок, препятствующих коммуникации, это 0 баллов. Фонетические ошибки мы здесь имеем в виду, фонетические ошибки в произношении. Я бы тоже здесь оценивала в сумме более 4. Напоминаю, значит, если у нас РКЗ оценивается в 0 баллов, то и все высказывание оценивается в 0 баллов. Уважаемые коллеги, вот сейчас такой момент, у вас, наверное, не будет просто перед глазами критериев. Давайте попробуем прослушать 2, я подготовила на сегодня, ответа, монолога. У вас будет перед глазами план, у вас будут иллюстрации, картинки. Если есть возможность тоже make notes, ну, делайте записи каких-то, может быть, речевых ошибок, может, на ваш взгляд, логических ошибок, на что вы обратили внимание. Затем мы вернемся к критериям и еще разочек посмотрим. Можно задать еще один вопрос? Да, Вот, например, первые предложения, которые там даются, да, я сейчас буду описывать картину такую-то, да, это предложение входит в количество этих 7 предложений? Ну, на самом деле, это техническая фраза, хотя она, в общем-то, выглядит так, как вводное предложение, да, и, в принципе, ребенку предлагается начать с этой фразы, а это вступительная фраза, по сути дела, но она дана. Вот, допустим, если проводить аналогию, по поводу данной технической фразы никаких рекомендаций я лично не встречала. Если проводить аналогию, допустим, с устными ответами государственной итоговой аттестации, техническая фраза типа «I'd like to describe picture number 1» или number 2 не входит в подсчет фразы. Я думаю, что и здесь идет некая вот аналогия, поскольку данная фраза не была спродуцирована и произнесена, и придумана, и вообще непосредственно ребенком. То есть мы должны детей непосредственно готовить к тому, что это предложение не входит в состав вашего рассказа. Да. То есть, чтобы про запас у них были предложения. Угу. Да, совершенно верно. Спасибо. Поскольку она дана, это не фраза ребенка, согласитесь. Итак, я готова подключить ответ. Начинаем. I would like to describe picture number 1. The picture shows a woman in the forest. In the background, we can see the blue sky and many green trees. The weather is sunny and hot. I think it is summer. The woman is running. She looks happy. She is middle-aged and tall. She has got big blue eyes, small nose and big lips. She has got short, straight, dark hair. She is wearing a sports suit and black trainers. I like this picture as it is full of positive emotions. Я думаю, на этом все. Уважаемые коллеги, есть ли необходимость прослушать еще раз? Ну, в любом случае, вот если говорить, допустим, о проверке задания второго, там все, в общем-то, понятно. Да? Мы можем определить, наверное, при первом прослушивании ответа сразу, сколько ошибок допустил при чтении ребенок. При проверке монологического высказывания, при прослушивании ответов учащихся, все-таки рекомендуется слушать дважды, поскольку у нас 4 критерия, и по всем данным критериям необходимо ребенка оценить.
Обычно при первом прослушивании мы можем с точностью определить, раскрыл ли ребенок все пункты плана, логично, нелогично может быть его высказывание, присутствует ли вступление заключения. Но порой мы не успеваем, может быть, где-то даже записать все языковые ошибки, которые допускает учащийся. Поэтому есть такая рекомендация. Но не больше 2. Не больше 2, потому что, во-первых, это затратно по времени, во-вторых, мы начинаем придираться уже к каждой мелочи. Поэтому спрашиваю, нужно второй раз включить? Да, давайте еще раз. Да, хорошо, давайте. I would like to describe picture number 1. The picture shows a woman in the forest. In the background, we can see the blue sky and many green trees. The weather is sunny and hot. I think it is summer. The woman is running. She looks happy. She is middle-aged and tall. She has got big blue eyes, small nose and big lips. She has got short, straight, dark hair. She is wearing a sports suit and black trainers. I like this picture as it is full of positive emotions. Итак, уважаемые коллеги, ну давайте посмотрим. Решение коммуникативной задачи. Все ли пункты плана раскрыты? Да. Да, в принципе, ребенок отразил в своем высказывании все пункты плана. Ну вот у нас в критериях идет, нет такого момента, чтобы они были раскрыты. Ага, первый момент, смотрите, на 2 балла по критериям сейчас вернусь. Дано не менее 7 развернутых предложений. Не считали ли вы случайно предложение? Может быть, кто-то обратил внимание? Сколько предложений прозвучало? 10, Я не по-моему. считала, но мне кажется, однозначно больше 7 было. Однозначно, больше 7, 10 было согласна. предложений. Согласна. То есть ребенок раскрыл все пункты плана, и по объему, в принципе, он тоже укладывается на 2 балла. Как вы считаете? Да, объем. Ой, решение коммуникативной задачи 2. 2. Я сейчас вот покажу вам, как сказать, набрала специально, все, сохраняя авторские моменты, все как ребенок вот произнес предложение. Ну, чтобы вам более понятно, может быть, было и визуально так легче воспринимать, чем вспоминать. Да? Обратите внимание на последнее предложение, пожалуйста. 2 последних пункта плана, если вы вспомните, сейчас вернусь. Whether you like the picture or not и why. То есть 2 последних пункта плана. Участник ВПР, можно сказать, внес, ну, то есть отразил эти 2 последних пункта в одном предложении. Как вы на это смотрите? Логично, по-моему. Ну вот я опять же считаю, если бы, конечно, это был более высокий уровень, не знаю, ЕГЭ, ОГЭ, да, конечно, наверное, бы ребенок получил за данные аспекты неполные плюсы, поскольку они, может, не развернуты как-то высказаны. Но у нас в 7 классе нет такого понятия полно раскрыть все пункты плана. У нас идет просто. Все пункты плана отражены, все пункты плана раскрыты, то есть он затронут. Так? Да, должно быть не менее 7 развернутых предложений. И данная вот девочка, в принципе, выдерживает эти требования, на мой взгляд. И даже несмотря на то, что она объединила 2 последние пункта плана в одно предложение, опять же, мне кажется, это не смертельно. Она постаралась сделать все, что от нее требуется.
Ну, давайте посмотрим на текст и попробуем посмотреть, вот как раз оценить ребенка с точки зрения организации текста. Я напомню, на 2 балла высказывание связано и логично, средства логической связи присутствуют. 1 балл. Высказывание не вполне связано и логично, или средства логической связи отсутствуют, неправильно используются. Ну, она использует на уровень 7 класса, мне кажется, достаточно средств связи. Какие средства? I think, I Так. like the picture as. As. Мгм. Есть And, у нас союз как-то and базовые, то есть достаточно базовые средства логической связи присутствуют. У нас нет такого момента, то есть показателя количественного некого такого показателя, да, то есть они есть. Нельзя сказать, что их нет. Согласны? Поэтому наверняка это не один. Высказывание логично в целом. Да. На мой взгляд, тоже на уровень 7 класса достаточно логично. Вот я вот как раз хотела вас спросить по поводу средств логической связи, потому что, ну, действительно, можно было бы, наверное, здесь добавить некие логические переходы к разным пунктам плана, наверное, и этому нужно учить детей, разумеется, но в целом для уровня 7 класса достаточно логично и понятно все. Поэтому решение... вернее, извините, организация текста, второй критерий. Я думаю, что тоже можно поставить максимальный балл 2. Так, ну и давайте вот сразу обратила внимание, здесь выделила красным. На мой взгляд, те моменты, которые я обратила внимание именно вот с точки зрения языкового оформления, интонационного оформления. Что мы скажем о лексико-грамматической правильности речи? Это 3-й критерий. Тоже 2 балла, потому что ошибок 2. Ошибок где? Даже я бы сказала, ошибка, наверное, одна. Small nose, здесь у нас артикль пропущен. Да, что касается wearing, там, ну, я лично придралась к окончанию ing, то есть какой-то у нее там был не носовой совсем звук, а как-то больше похож на звук н. Любят дети этим грешить, да, wearing. Но это фонетическая ошибка, не затрудняющая понимание. И вот стрелочка отметила, был восходящий тон в предложении повествовательном. Ну, дети у нас любят, вы знаете, как-то так размышляя, задумываясь, как будто бы не заканчивая предложение, одно предложение начинать новое, да, с восходящим тоном. Вот есть у некоторых детей такая манера, поэтому, в принципе, можно тоже не засчитать данный момент. Поэтому 2 балла за лексико-грамматическое оформление. А что касается произносительной стороны речи, больше ни на что не обратили внимания, коллеги? Фонетика. Видимо, нет. Итак, фонетика, произносительная сторона речи тоже у нас, в общем-то, выдерживают 2 максимальных балла. То есть, в принципе, ребенок может получить максимальные 8 баллов за такой ответ. Если вы не согласны, пожалуйста, прокомментируйте. На мой взгляд, так. Я не согласна. Хорошо, спасибо, коллеги. Давайте прослушаем еще один ответ, попробуем оценить его также. То же самое задание, тот же самый план, те же самые картинки. Посмотрим, что участник ВПР выбрал на этот раз. Пожалуйста. Секунду. I'd like to describe picture number 3. A man in the room. He read a book. A man is wear his t-shirt, white t-shirt and pants. I like the picture because I like read the books too. Можно поставить на
Стоп. Дальше здесь уже больше ничего нет. Уважаемые коллеги, еще нужно прослушать. Ну, может, подсчитать фразы не успели. Может быть, не обратили внимания, все ли пункты плана отражены. По-моему, 5 фраз было. 5 фраз, на ваш взгляд. Не будем слушать, да, больше? Я правильно понимаю вас? Ну, я подготовила для вас также некую такую визуальную информацию, то есть то, что было произнесено данной девочкой в рамках ее монологического высказывания. Посмотрите, на экране вы видите все с сохранением авторских прав. Итак, сколько фраз получается, сколько предложений вы можете здесь вот зачесть? Во-первых, первая фраза, да, с которой ребенок начал, I'd like to describe picture number 3. Еще раз повторюсь, на мой взгляд, это не фраза, которая принадлежит ребенку, он не репродуцирует ее самостоятельно, он ее зачитывает с экрана, потому что, ну, в общем-то, ему так советуют. 4, значит, предложения всего получается. 4 предложения, совершенно верно. Давайте перейдем к критериям, еще разочек к решению коммуникативной задачи. Все ли пункты плана были раскрыты? Я думаю, что это даже уже не настолько важный вопрос, поскольку это точно не 2 балла. Это 0 баллов получается по критериям содержания. 0 баллов, совершенно верно, потому что дано менее 6 предложений, вы видите, на 0 баллов, да? И даже если ребенок и попытался что-то раскрыть, то он просто не смог этого сделать, поскольку ему не хватило предложений для того, чтобы раскрыть все пункты плана. A man is тут нет вообще. A man in the room, то есть даже нет, по сути, грамматической основы. He read a book, хотя мы можем здесь еще долго придираться, поскольку это точно не book. A man, he is wear a t-shirt, это точно не t-shirt, так, то есть очень много. Ну, ребенок просто не знает тех лексических единиц, которые необходимо здесь употребить. Pants, которых не видно, в принципе, на фотографии, да. Ну и свое мнение, в общем-то. I like the picture because I like read books too. Вот и все. Да, действительно. По решению коммуникативной задачи здесь мы можем поставить только 0 баллов, и причем это совсем, ну, в данном случае это не придирка ни в коем случае, это факт. Ребенок не раскрывает коммуникативную задачу, не решает ее абсолютно, поэтому все задание в данном случае будет оцениваться в 0 баллов. Как это не прискорбно. Вот поэтому я и говорю, что всегда говорю, что почему-то дети наши не могут строить монологическое высказывание по плану, не могут говорить спонтанно. Я не говорю о всех, нет, конечно, но большая часть наших детей, к сожалению, не справляется с такими заданиями, как мы видим, уже начиная с 7 класса, и, наверное, я думаю, и ранее тоже. На такие вещи нужно обращать внимание. Я понимаю, что есть разные дети, есть дети интроверты, есть дети просто не коммуникабельные, и, может быть, им сложно порой в классе что-то говорить, какие-то психологические, может быть, барьеры, разные причины, конечно, этому есть, но основная масса детей способна строить монологическое высказывание, способна к коммуникации вполне, и нам нужно создавать условия на уроках для того, чтобы они могли развивать в себе данные способности. Так, ну что касается монолога. Можно учиться. Сложно сказать, конечно, в 7 классе, что основная масса способна, потому что если, например, даже сравнить итоговые аттестации, там все-таки дети целенаправленно уже готовятся и в основном сдают все-таки экзамены выборочно. Те дети, которые обучаются по этому предмету более углубленно. А тут все-таки 7 класс дают все дети, независимо от того, способен он к иностранным языкам, не способен. Конечно, я не знаю, права ли я, но мне кажется, все-таки критерии оценивания должны быть более вот такие, я не знаю. Более лояльными, на ваш взгляд. Да, более лояльными, да. Так все-таки тут мы не отбираем, то есть все, от А до Я, все они сдают. Это ВПР, поэтому тут как бы спорный такой немножко вопрос еще. Я вас услышала. Спасибо за ваше мнение. Да, я частично, наверное, соглашусь, что, возможно, в 7 классе критериям и стоит быть немного более лояльными. Но вы понимаете, что это не нам решать.
Это во-первых. Во-вторых, я уже говорила о том, что, да, действительно, все семиклассники проходят эту процедуру мониторинга всероссийских проверочных работ по английскому языку. И тут вот речь идет все-таки не о подготовке. И мы ни в коем случае не сравниваем критерии те же самые для 7 класса ВПР и, допустим, критерии основного государственного экзамена, ну, соответствующих заданий, да, монологическое высказывание, чтение вслух, они совершенно разные, и уровень совершенно разный требуется от детей. Но все-таки, да, я согласна, что детки у нас разные, мотивированные, немотивированные. Но очень многое зависит от нас с вами, уважаемые коллеги. Конечно. Непосредственно они все равно должны настраиваться на то, что такой же предмет, что изучать его надо серьезно, что надо к этому готовиться. Ну, от нас зависит очень много, от учителей прежде всего. Мы должны создавать такие условия, чтобы детям, во-первых, было интересно, чтобы они стремились говорить. Наверное, может быть, я может быть, не права, но это зависит и от личности учителя самого, насколько он настроен на коммуникацию, насколько он свободен в коммуникации на уроке, в рамках урока. Возможно, насколько он готов слушать и слышать детей, потому что на самом деле дети многое что имеют сказать, и они, может быть, и готовы порой с ошибками, но говорить, если при этом то, что они говорят, важно для всех, и в том числе и для учителей, если их мнение в классе важно. Может быть, вот над этим тоже нужно, да, поработать, скорее всего, потому что если учитель всегда принимает мнение учащихся, если он их каким-то образом вдохновляет, спровоцирует на какие-то идеи, на какие-то, может быть, вызовы бросает в плане «подумай». Если целенаправленно, регулярно вот готовиться, конечно, они способны, должны быть дать 6 предложений на языке. Совершенно Однозначно. верно. Мне понравилась это ваша не фраза. 26. Мне понравилась ваша фраза по поводу регулярно, целенаправленно. Это наша, извините, перелистнула, это наша с вами задача. Мы должны создавать условия для формирования именно коммуникативных компетенций. Говорение, устная речь – это самое главное, на мой взгляд, при изучении языков. Да, спасибо. Итак, уважаемые коллеги, давайте посмотрим все-таки на какие типичные ошибки совершают у нас учащиеся при выполнении задания 3, ну и в целом при формировании некого монологического высказывания. Это несоблюдение объема высказывания, то есть необходимо, когда мы с детишками работаем на уроках, обращать внимание на это. Может быть, создавать, опять же, такую ситуацию, некую ситуацию взаимооценки, когда один ребенок выступает с монологическим высказыванием на основе какой-то опорной информации, может быть, фразы, иллюстрации, а другие ребята оценивают, читают фразы. То есть приемов здесь совершенно множество. Не буду вам советовать, вы сами все это прекрасно знаете. И сами можете научить кого угодно. Далее, нарушение последовательности в изложении содержания фотографий. Ну вот это касается, наверное, больше как раз последовательности изложения пунктов плана. В принципе, ребенок с высоким уровнем развития речи способен построить монологическое высказывание, нарушая последовательность пунктов плана. И это не возбраняется, это нормально. При этом главное, чтобы не страдала логика высказывания. Так? Но, к сожалению, большинство наших учащихся не способны к этому. И, наверное, вот в период как раз подготовки, развития навыков речи, наверное, может быть, стоит все-таки учить детей, чтобы они соблюдали пункты плана и последовательно излагали их, чтобы, опять же, не забыть о чем-то сказать, допустим, раскрыть какой-то пункт плана. Вот отсутствуют средства логической связи. Мы учим детей использовать средства логической связи, строить правильные переходы при смене, вот как раз, то есть при переходе от одного пункта плана к другому, да, при переходе от одной некой такой коммуникативного содержания к другому, as for me, не знаю, by the way и так далее.
Да, конечно, and, because, это все очень замечательно, отлично, что дети пользуются этими словами, но ребята растут, и им нужны новые лексические единицы, новые средства связи, более серьезные, поскольку требования тоже растут. Описание 3 фотографий вместо одной. Ну, это то, что я говорю, непонимание формата задания. Об этом я говорила вчера. Учащихся нужно знакомить обязательно с типами заданий. Они должны понимать, что от них требуется описание только одной фотографии. Той фотографии, по которой они смогут сказать максимально большее количество фраз, которая близка им, может быть, эмоционально каким-то образом. Поэтому таких ошибок в принципе не должно быть, но они случаются. Ну и наличие языковых ошибок, без этого нам в принципе никак не обойтись. Наша задача только сделать так, то есть работать над тем, чтобы свести количество данных ошибок к минимуму. Это естественно. Ну и еще один момент, на чем хотелось бы остановиться, не буду больше долго, хотела сегодня недолго, уважаемые коллеги, но не получилось. При проверке, при выполнении заданий учащимися случаются некие такие ситуации, которые можно отнести к разряду нестандартных. Во-первых, это плохое качество записи. Порой даже мы проверяем работы ВПР, и получается так, что мы совершенно не можем понять, расслышать, различить речь ученика. Либо запись вообще может отсутствовать. Да? То есть мы понимаем, что работа есть, но записи нет. Здесь, конечно, деткам нужно советовать обязательно, настоятельно рекомендовать после того, как они записали текст, чтение текста, после того, как они завершили выполнение вообще работы, есть такая функция в программе прослушать свои устные ответы. Потому что только на том этапе можно, наверное, предпринять какие-то меры, чтобы повторно сделать запись, повторно записать ответ. Ну, иначе дальше уже, в общем-то, сделать ничего нельзя, и ребенок потеряет баллы. Прослушать, во-первых, чтобы запись была, чтобы она была слышна. Деткам необходимо рекомендовать обязательно говорить четко в микрофон, не шептать, не пытаться как-то заглушить себя, говорить так, как они обычно говорят, чтобы слышно было хорошо проверяющему. Ну и еще вот мне уже даже задавали вопрос по поводу дефекта в речи. Ну, конечно же, мы не обращаем внимания, если мы понимаем, что у учащегося присутствует некий дефект речи, и он, в общем-то, все аналогичные какие-то подобные звуки произносит одинаково с неким искажением, мы понимаем, что это дефект природный. Естественно, мы не обращаем на это внимания, ребенок не должен быть за это наказан ни в коем случае. Поэтому все индивидуально, все конкретно к каждому ответу. На это, пожалуйста, обратите внимание. Уважаемые коллеги, на сегодня я планирую заканчивать. Если у вас есть вопросы какие-то, я сейчас постараюсь выйти из презентации, посмотрю в чате, возможно, были какие-то вопросы. Вы можете задавать вопросы в микрофон. Нам есть что обсудить, я думаю. Так. Спасибо за информацию. Много. Полезно было освежить все в памяти еще раз. Так вроде бы Спасибо все вам понятно, за все отзыв. известно, но все понятно. Все, спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Спрашивают о записи вебинара. Запись вчерашнего вебинара должна быть по письменной части. Но вчера мы не то чтобы говорили о письменной части конкретно, мы разбирали сам формат заданий и некоторые такие вот рекомендации, может быть, советы по выполнению данных заданий. Должны быть записи в личном кабинете, скорее всего. Должно быть, да. Я думаю, что здесь необходимо обратиться напрямую в КРИРО, если вы вдруг не найдете запись, уважаемые коллеги, потому что у меня их точно нет. Так, если ученик не уложился во время чтения, но читал практически без ошибок, есть очень медлительные. Вот по поводу того, что ученик не уложился во времени, четких рекомендаций по этому поводу нет.
Ну вот, опять же, давайте все-таки здраво посмотрим на вещи, что ли. Если ребенок не уложился, не дочитал пару слов, 2-3 слова, и в целом действительно чтение прекрасное, я думаю, что можно закрыть на это глаза, все-таки это 7 класс, и дети действительно совершенно разные, у нас все ребята сдают, пишут всероссийские проверочные работы, и здесь, наверное, должен быть некий такой индивидуальный подход. Это, на мой взгляд, я бы так отнеслась. Но если ребенок не дочитал предложения целые или больше, понятное дело, что здесь, конечно же, мы можем оценить только в 0 баллов, поскольку все-таки на данном этапе, в 7 классе, ребенок должен укладываться во времени, даже навык чтения сформированный, должен укладываться в 1,5 минуты. Поэтому смотрите, пожалуйста, индивидуально. Так. Можно ли выкладывать? Вы имеете в виду вчерашнюю запись с разговорами на заднем плане. Я поняла вас. Я вчера связывалась с нашим техником, к сожалению, его не было на связи в тот конкретный момент, поскольку он находится на больничном у нас. Он сказал, что посмотрит, что там такое, потому что я, если честно, тоже не совсем вникала в суть разговора и в плане на корректность вообще самого содержания разговора. Надеюсь, что там все прилично и хотя бы, может быть, он обрежет часть, потому что мы же не закончили буквально совсем чуть-чуть. Может быть, он обрежет и хотя бы основную часть все-таки разместит где-то в сети, можно будет посмотреть запись, уважаемые коллеги. Я поговорю с ним об этом. Больше вопросов не поступает. Коллеги, спасибо вам большое за работу. Мне было сегодня очень приятно, что мы смогли наладить обратную связь. Мне очень нравится работать, когда со мной кто-то говорит. Поэтому надеюсь, что у нас в следующие разы будет уже возможность, в общем-то, обсудить двусторонние разные моменты. Всего хорошего, доброго вам вечера. Прощаюсь с вами. До свидания.